Democratic Party. On the path to independence, democracy, and the rights of Chechens. We are strong only together. Democratic Party. On the path to independence, democracy, and the rights of Chechens. We are strong only together. Маршал Дошигмахквай, приветствую всех! Еженедельные новости на канале Чеченской демократической партии. Выборы в США. Камала Харрис застрелила носорога и убила подростка. Россия, Китай и Иран распространяют новую ложь перед выборами в США. Незадолго до выборов иностранные игроки активизируют свои попытки повлиять на американские выборы. Премьер-министр Венгрии националист потратил десятки миллионов евро, чтобы успешно повлиять на предвыборную кампанию кандидата от республиканской партии Дональда Трампа. Секретные службы также ожидают призывов к протестам и насилию в день выборов. ООН. Поездка генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша на саммит БРИКС в Казани вызвала критику со стороны Киева. Президент Украины Владимир Зеленский отклонил визит Гутерриша в Украину, отметив, что его участие в саммите в России противоречит принципам международного права. Гутерриш, который встретился с Владимиром Путиным на саммите, ранее отказался участвовать в организованном Украиной саммите «Формула мира». В ответ на это Зеленский подчеркнул, что некоторые представители ООН предпочитают искушение в Казани, а не соблюдение устава ООН. Министерство иностранных дел Украины осудило решение Генсека посетить Казань, заявив, что это неправильный выбор, который вредит репутации ООН. Гутерриш подтвердил свою позицию о том, что российское вторжение в Украину нарушает международное право, однако его поездка в Россию вызвала недовольство в Киеве. Выборы в Грузии. В Грузии завершились парламентские выборы, на которых правящая партия «Грузинская мечта» объявила о своей победе, набрав более 54 голосов по данным Центральной избирательной комиссии. Однако оппозиционные партии, включая коалицию «За перемены» и «Единство. Национальное движение», не признают результаты выборов, обвиняя правящую партию в фальсификациях и анонсируя бессрочные акции протеста. Оппозиция утверждает, что выборы стали решающим референдумом о будущем Грузии в контексте евроинтеграции. Множество грузин воспринимает результаты как отражение внутренней политической борьбы и конфронтации с Россией. В то время как правящая партия стремится укрепить связи с Западом, многие сомневаются в ее искренности. Выборы проходили по пропорциональной системе, и явка избирателей была самой высокой с момента прихода грузинской мечты к власти в 2012 году. Несмотря на это, наблюдатели сообщали о нарушениях в ходе голосования, включая попытки подделки бюллетеней. Россия, похоже, решила устроить настоящую демографическую вечеринку, где главный гость – это Путин с его призывом к женщинам рожать больше детей. В стране, где население уходит в минус, власти активно вмешиваются в личную жизнь, предлагая рецепты по увеличению рождаемости, которые напоминают попытку налить воду в решето. Студенты теперь с гордостью участвуют в новом движении первых, заменив старые добрые пионеры. Это как молодежный клуб, где вместо «давайте жить», «давайте дружить» все с улыбками на лицах хором кричат «давайте рожать». В
крупных городах ситуация становится критической. Скоро на улицах будут раздавать призы за каждую рожденную крошку. Власти продолжают искать решения, но пока результаты напоминают скорее комедию, как не родить ребенка в России. Так что, если вы вдруг решите завести ребенка, знайте, вы не просто родитель, вы участник грандиозного демографического эксперимента. На этом я с вами прощаюсь. До следующей встречи в воскресенье. Адыгейл Шамахквай, Марш Айл.